Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с основными источниками информации, которые доступны нам в прямом эфире, в онлайн-режиме по изучению нашей любимой республики Башкортостан. Конечно же, основным источником информации, обобщенной, скрупулезно подобранной, являются книги и энциклопедии. Что мы в последние годы получили в доступе в работу? В 2004 году была опубликована экономическая энциклопедия регионов России, том Республики Башкортостан. Здесь есть информация о каждом районе, о каждом направлении экономики, но в интернете этой книги нет. Замечательный атлас. Атлас Республики Башкортостан «История, культура, этнография». Очень большое, очень подробное издание. И я надеюсь, что вы с ним обязательно познакомитесь, если уже он не побывал у вас в руках. Но, к сожалению, я тоже не нашла его в интернете. А что же мы можем найти на сайтах, что мы можем найти в официальных ресурсах, чтобы был дублирующий вариант и в издании опубликованном, и в то же время доступен нам в интернете? Давайте посмотрим. Главный сайт, который, я считаю, обязательно нужно посмотреть, это официальный сайт Республики Башкортостан, где дана краткая информация о нашей республике, о ее районах, о ее климате, природе, населении. Краткий обзор – это краткий обзор, но здесь есть и достаточно подробная статистическая информация. Если мы пройдем по указанной закладке, то мы получим доступ к изданию, которое называется «Административно-территориальное устройство Республики Башкортостан». Подобные сборники издаются периодически, но раньше это были действительно достаточно редкие издания, которые были не у каждого школьника, не у каждого учителя географии. Здесь также информация о всех результатах переписей, о каждом районе, о территории. В конце информация представлена в картографическом формате. То есть по каждому району здесь есть достаточно подробный иллюстративный материал. И если мы перейдем по этой ссылке, мы получим самое последнее издание, самую свежую информацию, аналогичную тому, что мы видим в данном сборнике. Сейчас, на настоящий момент, информация представлена по итогам 2020 года. Посмотрим следующий слайд. Следующий сайт – это онлайн-энциклопедия, башкирская энциклопедия. Самым первым, наверное, подобным изданием была краткая энциклопедия Башкортостан, выпущенная в 1996 году. После этого издательство выпустило развернутое 7-томное издание, и в том числе на башкирском языке. Здесь на сайте представлена вся информация на любую интересующую нас статью. И кроме того, здесь представлены и другие издания, не только краткой и 7-томной энциклопедии, но и другие, которые издавались данным издательским домом. Это уникальное издание, это уникальный сайт, который позволяет нам найти, как и в любой энциклопедии, по запросу в поисковой системе нужную нам статью. Очень удобный дизайн. Очень удобный формат. Мы можем найти здесь статьи по персоне, по любому географическому объекту, по любой формулировке, которую мы хотели бы прочитать в обычной энциклопедии. У нас есть такая возможность прочитать в энциклопедии онлайн. Для тех, кто интересуется экологией, раньше были доступны подобные печатные издания, реестры особо охраняемых природных территорий. Вот это издание у меня в руках 2010 года. Оно было очень редким, и я была счастлива, когда смогла получить его и работать с этим изданием в любое удобное для меня время. Сейчас же у вас есть замечательная возможность скачать реестр особо охраняемых территорий, опять-таки самую последнюю версию, самое новое обновленное издание со самыми свежими цифрами на сайте Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Ссылка на конкретное издание, реестр особо охраняемых территорий вам представлена. На что еще хочется обратить внимание по всем предыдущим изданиям?
Здесь впереди каждой книги есть описание республики в целом. На 10, 12, 15 страниц дается описание природных условий Республики Башкортостан в целом. И вот это один из замечательных компонентов каждой энциклопедии. Не постатейное, а именно достаточно развернутое, подробное, последовательное описание территории нашей республики. До энциклопедического подбора статей и до описания непосредственно отдельных особо охраняемых природных территорий. Также на сайте Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан вы можете найти такое подробное ежегодное издание, как «Государственный доклад об охране окружающей среды в Республике Башкортостан». Каждый год министерство подводит итоги своей работы, итоги деятельности и приводит статистический материал о том, как изменилось, какова была динамика этих показателей, насколько у нас стал чище, либо сложнее экологическая ситуация с атмосферным воздухом, с гидрологическими объектами, с особо охраняемыми природными территориями, что было сделано за год. Поэтому для тех, кто интересуется экологией Республики Башкортостан, реестр особо охраняемых природных территорий и государственный доклад об охране окружающей среды будет очень интересен и очень полезен. Также достаточно много сайтов, которые имеют, наверное, больше туристско-краеведческую направленность. Один из них вот представлен здесь сейчас на слайде, это сайт Ураловед, который посвящен, в принципе, не только нашей республике, но и соседним регионам, которые привязаны территориально к Южному Уралу. У нас замечательное географическое положение, у нас уникальные условия. Жить на Урале и иметь возможность посещать горы, посещать наши озера, реки – это здорово. Поэтому подобных сайтов достаточно много. Мы не будем, давайте сейчас на них останавливаться, поскольку я думаю, что вы видели их, вы их смотрели, и, как правило, именно подобные туристские сайты чаще всего выпадают в поисковой системе, когда вы ищете тот или иной объект в Яндекс, в Google, в какой-то другой поисковой системе. Поэтому давайте листать дальше. Что такое любой регион? Это его положение, его точки, его уникальные какие-то точки, в том числе, допустим, крайние точки, северная, южная, восточная, западная. Это центральная точка, это с какими-то уникальными координатами. И здесь у нас в республике тоже очень интересные моменты есть. У нас единственная на территории республики точка с координатами, где все цифры одинаковые. 55 градусов северной широты и 55 градусов восточной долготы. Все остальные три такие точки 55-55 расположены в Мировом океане, и только одна на суше и на территории Республики Башкортостан. Каким образом мы можем найти, где именно находится эта точка? Здесь нам поможет один из сайтов, который покажет нам, где именно находится точка с теми или иными координатами. Я всех призываю пользоваться подобными сайтами, и только в качестве примера привожу вот этот. Мы вбиваем координаты, широту и долготу, и карта нам показывает, что это за точка. Дальше достаточно воспользоваться инструментом прокрутки масштаба, то есть плюс и минус, и чуть-чуть нажимая минус и уменьшая масштаб, мы увидим, относительно каких рек, относительно каких крупных населенных пунктов, относительно каких крупных форм рельефа, то есть то, что видно на этих картах, расположена искомая нами точка. И мы совершенно легко можем определить, где находится точка с координатами 55-55. Это, к примеру. На что хотелось бы обратить внимание, пользуйтесь такими ресурсами и вбивайте в нее координаты Республики Башкортостан, каких-то других объектов. Ищите и находите, пользуясь географическими знаниями, те или иные точки земного шара. Один из очень интересных ресурсов, который тоже доступен каждому, это интернет-ресурс, проект компании Google «Планета Земля». Это подборка аэро- и фотосъемки, съемки земной поверхности, которые совмещены друг с другом так, что образуется непрерывное изображение.
и настолько подробное, что давайте на следующем слайде посмотрим, откуда ведется у нас эта запись. Я могу еще сильнее приблизить, и мы увидим вплоть до каждой машины, каждого деревца, то есть на ресурсе Google Планета Земля, зная расположение объекта визуальное, где находится, мы говорим сегодня о Республике Башкортостан, где находится Башкирия, чуть-чуть передвигая вправо-влево на экране, увеличивая ту или иную точку, мы можем до очень подробных фотографий посмотреть любую точку земного шара, а нас интересует Республика Башкортостан. Этот год, 2021 год, был отмечен одной очень замечательной историей. Имела место уральская экспедиция Олега Чагодаева. Этот молодой человек, наш земляк, уроженец Уфы, с 1 мая 2021 года по 17 августа за 109 дней прошел весь Урал от самого юга и до самой северной вершины гора Константинов камень. Уже самому по себе, каждому, кто интересуется географией, интересно следить за подобными путешествиями, поскольку мы каждый день узнаем что-то новое. Вместе с подобным путешественником мы узнаем, что же там завтра, что же там на следующий день, как меняются горы в его поле зрения, и его глазами мы видим наш замечательный Урал. Но не только с этой точки зрения я хочу познакомить вас с данным сайтом. Одним из проектов данного интернет-ресурса, скажем, является открытая библиотека Урала. Здесь, на этом сайте, представлены варианты знакомства с изданиями в 3 составляющих. Это просто открытая библиотека. Вы по этому указанному здесь адресу, географическому нормальному адресу с домом, улицей, можете прийти как в библиотеку и как в читальном зале, небольшом и очень уютном, почитать те книги, которые здесь есть. Вы можете приобрести эти книги, но тот вариант, который нас интересует сегодня, это отсканированные издания в очень хорошем качестве, которые вы просто можете прочитать на самом сайте. Поэтому, если мы перейдем в раздел «Библиотека», мы увидим, что подборка дается по разным территориям Урала, по северному, приполярному, полярному. Башкирия находится на южном, поэтому если нам интересна информация больше о Республике Башкортостан, то мы, наверное, выберем Южный Урал. И в этом случае мы увидим, как выглядит книга, полностью ее библиографическое описание, и по ссылке переходим на полнотекстовое издание и можем познакомиться и прочитать любую из тех книг, которые находятся в этой открытой библиотеке Урала. Это очень интересная подборка, учитывая, что там есть редкие книги, которые сейчас даже есть не в каждой библиотеке. О чем нельзя не сказать, когда мы говорим о географии? Это о Русском географическом обществе. Региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан также имеет на своей странице одним из проектов это подборка книг о Республике Башкортостан. Библиотека регионального отделения РГО познакомит нас с обзором тех изданий, которые опубликованы по нашей территории, по территории Республики Башкортостан. В первую очередь здесь обзоры, но также к некоторым уже прикреплены и полнотекстовые издания, и эта работа только начинается. Пожалуйста, перейдя на страницу «Краеведческая литература», здесь в алфавитном порядке прикреплено очень большое количество описаний книг, посвященных нашей республике. И даже вам не обязательно ходить в библиотеку, которая у вас есть территориальная, вы можете ознакомиться сначала с подобными краткими описаниями изданий, выбрать нужное и уже потом запросить у себя, а есть ли полнотекстовое издание, есть ли книга именно в формате книги в вашей библиотеке, в вашей районной, вашей школьной библиотеке. То есть, в принципе, можно здесь, как в каталоге, просмотреть необходимую, более узкую специализированную литературу по географии Башкортостана.
Но также, еще раз отметим, здесь есть и ссылки на полнотекстовые издания в том числе. Еще один ресурс, который мне очень и очень нравится, это картографические тесты. Перейдя вот по этой ссылке, вы увидите перечень различных территорий, которые предложено вам изучить. Нас, конечно же, сегодня интересует Республика Башкортостан. Инструкция, как проходить, показана здесь же. Можно установить несколько уровней сложности. Начинать, конечно, лучше с самого простого. Подсказки элементарные, работать очень легко. Здесь уже немножко частично пройденный тест. Что он предлагает? Дается контурная карта республики, внизу загорается вопрос, как найти тот или иной район, и, соответственно, вы курсором мыши, либо на смартфоне, выбираете нужную территорию, нажимаете правильно, у вас зеленая, и сразу же следующий вопрос. Нажимаете неправильно, он ждет, когда вы выберете второй вариант. Нажимаете еще раз неправильно, ждет третий. И уже когда у вас с 3 попыток не получилось, программа сама вам подсказывает. Посмотрите, запомните, это находится здесь, и высвечивается нужный район, высвечивается таким розово-сиреневым цветом. Прекрасная возможность дома самостоятельно изучать и запоминать взаимное расположение административных районов и городов Республики Башкортостан. Но не только этим интересен этот сайт. Здесь есть возможность выбрать и язык, на котором будет предлагаться наименование районов. То есть здесь можно выбрать и башкирский язык тоже. Можно выбрать уровень начинающий, профессиональный и так далее. А если, вернувшись на самое начало раскладки, здесь выбрать закладку «Тесты», также увидите подробный разбор по любому субъекту Российской Федерации, по целиком Российской Федерации, по странам мира, по расположению стран на земном шаре, есть моря Российской Федерации, например, и так далее. То есть ресурс картографических тестов именно по контурным картам весьма и весьма разнообразный. И здесь есть Республика Башкортостан. Дорогие друзья, используйте ресурсы интернета с пользой. Изучайте правильные сайты, заходите на правильные сайты, пользуйтесь электронными библиотеками, пользуйтесь теми открытыми библиотеками, которые доступны нам. Знание – сила. И с праздником! С Днем Республики Башкортостан!